Как вырастить экологически чистые овощи и фрукты? Можно ли обойтись без применения агрохимикатов на дачных участках? Побеседуем об этом с заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области Николаем Романовым. Николай Владимирович, как государство сейчас контролирует применение пестицидов и агрохимикатов при выращивании продукции? Относится ли этот контроль к использованию пестицидов на личных подсобных участках? Добрый день. До 2011 года у Россельхознадзора были полномочия по безопасным, то есть по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. И вот после 2011 года у нас эти полномочия они уходили временно, и начиная с текущего года эти полномочия Россельхознадзора они вернулись. В связи с этим создана система прослеживаемости за оборотом пестицидов и агрохимикатов, которая называется «Сатурн». Она в этом году с сентября месяца начнет действовать в полном объеме. В настоящее время управлением Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области ведется работа по регистрации сельхозтоваропроизводителей, которые заносят свои данные, то есть регистрируются в данной системе «Сатурне». В настоящее время зарегистрировано порядка более 2000 площадок уже, то есть которые осуществляют реализацию, хранение, перемещение пестицидов и агрохимикатов. То есть все эти данные заносятся в систему «Сатурн». Но исключение составляет в данном случае только личное подсобное хозяйство, то есть не личное подсобное хозяйство, которое, введение личного подсобного для потребления личных нужд пестициды и агрохимикаты, они регистрации в данной системе не подлежат. Почему нельзя применять продукцию, не зарегистрированную в России? В России допускается оборот химических препаратов, которые внесены в государственный каталог регистрации пестицидов и агрохимикатов. У каждого пестицида и агрохимиката есть свой регламент применения. Россельхознадзор именно наделен полномочиями по надзору за соблюдением применения, то есть за соблюдением этого регламента. То есть каждый препарат должен применяться на определенный вид культуры. Там прописаны нормы внесения в почву, на какие конкретно культуры. У нас распространяется действующее вещество какое, периодичность, время обработки. Это все прописывается, то есть неправильное применение и несоблюдение регламента применения может привести к тяжелым последствиям, то есть и могут быть случаи отравления, потери урожая. В данном случае поэтому необходимо соблюдение действующего регламента на каждый вид пестицида или агрохимиката. Начался дачный сезон, и садоводы стали активно приобретать удобрения и химические препараты, которые свободно продаются на рынках и в магазинах. Как безопасно применять их на своем участке? Нужно к этому вопросу подходить очень серьезно и аккуратно. Оптимальное время, то есть если вы приобретаете препарат, пестицид или это агрохимикат, там нужно вначале внимательно прочитать инструкцию, как применять, когда его применять. Оптимальным временем для применения пестицида и агрохимикатами является раннее утреннее время, когда, народ еще отдыхает, безветренная погода, сухая, недождливая. Это все способствует. И, строго соблюдать указанные нормы применения. Средства защиты необходимо применять, и после этого, применять меры для того, чтобы этот препарат вместе с пищей и с грязными руками или не попадало вам в пищу, чтобы не случилось отравление и не причинить вреда своему приусадебному участку и приусадебным участкам соседей. Стоит ли вообще на огороде применять химические средства для выращивания овощей? Исходя из своего опыта, конечно, у нас есть такое понятие, как пестицидная нагрузка. Потому что почему наше управление, то есть наша служба, она старается не допускать заноса и распространения карантинных вредных организмов, допустим, на земельные участки, на другие подкарантинные объекты, потому что в случае заноса карантинных вредных организмов человек начинает применять меры борьбы с ними по ликвидации, локализации очагов насекомых, болезней, вредителей, сорняков.
Вот, и отсюда, значит, существует такое понятие, про которое я говорил, пестицидная нагрузка. То есть любые пестициды, они наносят вред для любого живого организма. Вот я, конечно, нежелательно применять эти пестициды, потому что желательно, конечно, обходиться без их применения, без внесения в почву, там, при обработке растений, вот, потому что существует много. Вот, например, для того, чтобы избавиться от колорадского жука, нужно, значит, собирать этот жук без применения, вставать пораньше, применять, потом своевременно удалять растительные остатки, как весной и осенью, до начала весенних полевых работ, после окончания весенних полевых работ, после сбора урожая, то есть чтобы не создавались условия для распространения и размножения вредных организмов. Также применять укрывные материалы. Вот я уже всегда говорю, некоторые агрономы рекомендуют мероприятия по проведению борьбы с проволочником картофеля, да, который поражает картофель. То есть нужно закладывать приманки в почву, то есть обрезки свежего картофеля, свежей кожуры картофеля, они, то есть до начала посадки картофеля, это можно сделать после уборки картофеля, они привлекают, в общем, имага проволочника, они накапливаются и вместе, то есть уже после этого эти растительные остатки, они убираются и уничтожаются. То есть вот снижается численность в этом плане. Спасибо вам большое за интервью.